Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какую тайну откроет вам песок? Тайна, секрет, то, что от вас скрывается в сегодняшнем дне. И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, и пусть нужная информация вас обязательно, мои хорошие, найдет. Также всех вас спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете в комментариях, лайками и донатами. Земной вам поклон! Итак, мои хорошие, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Здесь про любовь. Вас любят и любят очень сильно. Здесь какой-то человек прям с ума по вам сходит. Так сильно любит, так сильно в вас нуждается, прям мечтает о вас. Мечтает, чтобы вы услышали о его любви. Признаться вам мечтает. Либо даже какое-то предложение, да, вот предложение руки и сердца сделать. Не знаю, то ли вы не верите этому человеку, не хотите быть с ним, да, вот не верите. То ли этот человек где-то далеко от вас находится, и вот там где-то далеко это чувство любви его переполняет. Может, не хочет с вами по телефону об этом говорить, либо там, не знаю, в мессенджерах. Может, лично хочет приехать и про любовь свою рассказать. Но у кого-то отыграет, что вы там поссорились, поругались, перестали общаться. Может быть, вы заблокировали этого человека. Но вот прям любит, с ума по вам сходит и ничего с собой поделать не может. Любовь настоящая, любовь сильная. То ли только проснулась эта любовь, то ли человек всегда вас любил, но, может быть, какие-то ошибки совершил, да, из-за этого поссорились. Вот прям любит. Женщины, мужчины, одинаково идет предсказание. У вас кто-то безумно любит по-настоящему, всем сердцем и всей душой. Человек просто мечтает с вами увидеться и вам про свою любовь рассказать. Действительно любит, да. Так, еще не верьте своим ушам, потому что какая-то лживая информация, и вас будут в ней убеждать. Лживая информация. Возможно, вас уже убеждали, и вы там колеблетесь, верить, не верить, стоит, не стоит. Это была лживая информация. Информация, которая на вас подействовала, либо может подействовать, впечатлила, либо может впечатлить. Там прям от первого до последнего слова все вранье. Уши. Берегите свои уши от лжи. Да, вас пытаются обмануть. Причем эту информацию подают как какую-то тайную, секретную, типа недоступную другим. Конечно, недоступная, потому что это ложь. То есть это может быть что угодно. Ложь для того, чтобы вы, например, на что-то согласились, либо что-то оплатили. Специально вам будут говорить. Старайтесь не просто верить тому, что вам говорят, а всегда перепроверять информацию. Тем более в наше время, время интернета, это так легко сделать. Есть и платные, и бесплатные сервисы, где можно все проверить. Да? Даже любого человека можно найти и там всю подноготню этого человека поднять. Да, будьте поаккуратнее. Вот мне идет, что вас либо попытаются обмануть, либо уже пытаются обмануть. Это какая-то прям вселенская ложь. Вселенская ложь, и прям в уши, и вправо, и влево вам заходит. Так, еще, мои хорошие. Секрет касается каких-то родственников, родственные взаимоотношения. Почему-то ваши родственники считают вас очень, не знаю, богатеньким. Считают, что вам вот там просто так повезло, вот, что вы там, не знаю, на деньгах сидите, на мешках с деньгами, и никому не хотите помогать, ни с кем не хотите делиться.
Вот, покою им это не дает. Вот они, бедные, несчастные, всю жизнь пахали, работали, а за душой там ни кола, ни двора, да. А вы вот такая зажиточная, либо такой зажиточный, у вас все есть, но только вы ни с кем не делитесь. Очень похоже, что они планируют, либо разрабатывают какой-то обман, большой обман, для того, чтобы выудить у вас определенные суммы денег. Да? Вас могут жалобить, вам могут рассказывать там, о каких-то проблемах, о проблемах со здоровьем, о проблемах там, не знаю, с законом, лишь бы вот деньги у вас забрать, из вашего кармана забрать. Знают они, что вы человек сердобольный, и знают, где ваши уязвимые, слабые места. Ну, это, скорее всего, ответственность, отзывчивость и семья. Да, вот будут вас там шантажировать, ну ты же наша родственница, да как так, вот, да, вот какие-то такие вещи. Опять же, проверяйте, просто проверяйте. Даже если где-то далеко эти родственники живут, да, все равно же там какие-то общие знакомые есть. Просто проверяйте. Вот как не дает покоя, здесь мужчина и женщина показаны, им не дает покоя, что вот кажется им, что вы очень богаты, и вот не делитесь с ними деньгами. А с другой стороны, с какой стати вы должны делиться с ними деньгами? Ну, как так, да? Что это за закон такой, что один родственник другому должен деньги все отдавать? Ну, бред какой-то. Ну, руки, ноги есть, идите работайте, зарабатывайте, там, не знаю, скромнее живите. Ну, видите, для вас это святое, семья и родственники, а для этих людей, судя по всему, это средство тянуть денежки, да? Не очень хороший момент. Так, еще муж от жены проблемы скрывает. Это не очень хорошо. И знаете, мне вот еще идет, что он скрывает не потому, что там не доверяет, а потому что таки боится вас. У вас либо, может, какие-то бурные реакции, да, там, на его неудачи, либо, может, вы его предупреждали, и он не послушался, ослушался и влез в эти проблемы. И теперь он скрывает, очень сильно боится, что вы про все узнаете, и что устроите ему там взбучку, устроите скандал. Но с другой стороны, опять же, если вы не узнаете, то проблемы не решатся. Потому что ваш муж, ну, судя по всему, в тупик зашел, да, вот все, тупик, свет погас, и он не знает, что дальше делать. Проблемы, как вот снежный ком, они лишь только нарастают. Только вам под силу эти проблемы решить. Ну, либо только вы знаете, как с этим справиться. Вам, как совет, какой-то доверительный разговор устроить с ним, да, доверительный, то есть так ему скажите, что я не буду ругаться, да, я вот обещаю тебе, что я не буду на тебя кричать, да, давай обсудим, что у тебя там происходит. Я не хочу тебя ругать, я хочу тебе помочь. Ну, либо если слишком упрямы девочки, тогда нужно будет прям надавить. Ну, я думаю, что вы знаете, что делать, и выудить из него нужную информацию. Иначе он прям запутается, как в путах в этих проблемах, а дальше будет хуже. Вот. Пока не все так сложно, не все так плохо, да, пока это все решаемо, просто доверительно поговорите, либо надавите на него. Там уже от мужа зависит. Ну, вы же своих мужей знаете. Не мне вас учить, да? Знаете, как с мужьями обращаться. Так, еще я вижу, что вы каким-то поступком, вот недавно вы что-то такое сделали, как будто бы вбили последний гвоздь в крышку гроба какого-то плохого человека. Даже, возможно, несознательно вы это сделали. Либо вы это сделали, вы даже об этом не подумали. Может, вы для себя что-то делали, а это ваше действие как последний гвоздь в гроб, крышку гроба плохого человека. И вы-то себя нормально чувствуете, а плохой человек, ну, буквально с ума сходит. С ума сходит, потому что все, как закончилось что-то, либо возможность там последняя исчезла. Ой, как плохо этому плохому человеку. Ну, опять же, был бы нормальный человек, ничего бы такого не было. Очень похоже на какую-то конкуренцию, очень похоже, может, на работе что-то, да? Конкуренция в бизнесе, дела на работе. Ну, либо человек, там, не знаю, с коварными планами, а вы раз там и все ему поменяли, поломали, весь карточный домик разлетелся. Вы скоро об этом узнаете, причем узнаете от совершенно посторонних людей. Вам это все будет подаваться как смешная история. То есть, представляешь, да?
там твой удачный проект, либо там твоя удачная бизнес-стратегия того-то и того-то по миру пустила, да, либо человек там вынужден был закрыться, либо там бежать, спрятаться. В общем, как-то так будет вам это подаваться. Ну да, это ваша победа. Причем победа не маленькая, в дальнейшей перспективе очень даже ощутимая. Дальше, мои хорошие, здесь какая-то женщина вас куда-то зазывает, зовет, приглашает. Женщина, которая беспокоится, я так понимаю, в вашей личной жизни. Она вас, скорее всего, с кем-то решила познакомить, свести. Да? Причем мужчина и женщина одинаковые предсказания. Вот она может под всякими вымышленными предлогами вас куда-то приглашать, да, чтобы свести с каким-то человеком. Допустим, там помощь, да, помоги мне, либо сделай для меня что-то, либо просто приезжай ко мне там на дачу отдохнуть, там, либо у меня день рождения, на самом деле у нее не день рождения, да, вот какие-то такие причины. Хочет во что бы то ни стало устроить вашу личную жизнь. Очень сердобольная. И знаете, вот с одной стороны, да, она вам добра желает, но с другой стороны, она невероятно настойчивая и какая-то прям, знаете, неугомонная. Вот, это вмешательство, да, вмешательство в вашу личную жизнь. У кого-то еще отыграется история, что эта женщина, возможно, взяла без спроса вашу фотографию, где-то вас там на сайтах знакомств вовсю публикует, и вовсю от вашего имени, возможно, общается там с будущими невестами, либо женихами. Да? Еще раз говорю, мужчина и женщина одинаково. У кого-то это женщина-родственница, у кого-то подруга, у кого-то просто знакомая. Там, знакомая вашей мамы, допустим. В общем, что-то невероятное, она очень деятельная. И она действительно вам ищет пару. Хотя вы, наверное, не просили, либо вы даже сказали, что мне это не надо, да, я сама о себе позабочусь, либо сам о себе позабочусь. Она такая, нет, я помогу. В общем, удивительная рядом. Куда-то вас тащит, либо будет вас тащить, но это будут смотрины. Это будет не отдых, это не будет там помощь, это будут именно смотрины. Даже вплоть до того, что незнакомого человека может выдавать за кого-то из своей родни. На самом деле человек, она этого не знает. Поэтому, будьте аккуратнее, наверное. И, скорее всего, не ругайтесь с этой женщиной, да, попробуйте объяснить, что вы в этом не нуждаетесь, и лучше скажите, что у вас уже кто-то есть, да, чтобы она успокоилась. Кстати, еще хороший вариант. Вы можете на кого-то перевести стрелки и сказать, что вот тому человеку нужен жених, либо невеста. Пусть займется кем-то другим, но не вами. Иначе она не успокоится. Дальше, мои хорошие, показывают человека, как павлин, что ли. Хвост такой, знаете, красивый, распущенный. Это может быть и мужчина, и женщина, да, потому что меня смотрят разные люди. Если вы мужчина, то это женщина. Если вы женщина, то это мужчина. Человек перед вами вот этот вот павлиний хвост, да, показывает, распускает. У человека желание пустить вам пыль в глаза. Это человек как пустое место, да, ничего из себя не представляет. Еще на этом человеке очень много висит долгов. Должник, должница. Скорее всего, долги, кредиты, и там нет конца и края. Да? Вот можно список перечислять до бесконечности, кому что должен, либо кому что должна. Этот человек перед вами транслирует какой-то невероятно успешный успех. На самом деле это все не настоящее, да? Не настоящее. У кого-то может отыграться, что за вами якобы успешный мужчина ухаживает, либо успешная женщина там обратила на вас внимание. На самом деле это не так. И то же самое вам могут предлагать купить какие-то знания, да, про успешный успех. Типа я тебя научу, ты будешь такой же богатый, как я. То есть я тебя научу, ты тоже будешь, как я, в долгах, в кредитах. Красивая одежда, пафос, какие-то аксессуары. Типа брендовые, на самом деле это подделки. В общем, не обольщайтесь очень сильно и лучше держитесь от этого человека подальше. Это пустой человек и в долгах, как в шелках. Так мне идет. В долгах, в кредитах. А хвост распускает перед вами. Даже не просто бедные, а как должница, должник. Всем и вся должны эти люди. Поэтому как-то поаккуратнее надо быть, да, поаккуратнее. То есть там все фейковое, да, не настоящее. Там одежда не настоящая.
То есть человек может говорить: смотри, какая у меня там брендовая, люксовая одежда. На самом деле это там, поделка третьесортная. Там часы то же самое, какие-то там украшения. Это все не настоящее. Там машина, может быть, это кошеринг, да. Либо там кого-то попросили, чтобы впечатлить вас. Все неправда. Все неправда. Хотят денег. Либо за курс, за обучение хотят с вас деньги взять, либо человек хочет влюбить вас в себя, чтобы вы там ее долги заплатили, оплатили. Такое, знаете, прям некрасивое, нехорошее. Дальше. Еще про работу показывают. Вы, там, где вы работаете, если вы работаете по найму, вы очень ценный сотрудник. Невероятно ценный. Но при этом ваши руководители, либо ваш непосредственный руководитель очень сильно вас боится. Боится, что вы его, либо ее подсидите. И тут такая дилемма, да, с одной стороны, без вас, как без рук, а с другой стороны, страшно, что вы подсидите. Поскольку человек, который вами руководит, глупый человек, скорее всего, человек будет делать что-то, что, как-то повлиять на вас, чтобы вы уволились сами, да, чтобы себя и свою жопку обезопасить, да, чтобы с теплого места не турнули. Мои хорошие, это провокации чистой воды, поэтому не обращайте внимания. И, возможно, вам в таких случаях лучше обращаться к вышестоящему руководству. И опять же, собирайте доказательства. Да, доказательства собирайте. Во-первых, некомпетентности своего начальника. Во-вторых, старайтесь как-то все записывать, либо чтобы свидетели всегда были, чтобы вас не подставили, понимаете? Тут какое-то давление. Даже вплоть до того, что ваш начальник, либо начальница, по секрету может вам рассказать, что скоро фирму закроют. И пока это не случилось, увольняйся сама, да? А то там деньги не выплатят, еще что-то будет. Как-то так идет. Боится ваш начальник, либо начальница вас очень сильно боится. Боится, что вы подсидите. И еще здесь показано, что какой-то человек от вас свое лицо прячет. Это значит, наверное, что прячется, в принципе, да, избегает встречи с вами. Либо человек сознательно, да, куда-то исчез, спрятался от вас. Почему прячет? Потому что стыдно смотреть в глаза. Стыд. Именно стыд, совесть не позволяет смотреть вам в глаза. Человек перед вами в чем-то виноват, либо человек вас где-то подвел, подставил. Может быть, вы об этом еще не догадываетесь, просто посчитали, что какая-то проблема у вас произошла. А при этом, да, человек перед вами виноват, спрятался. Этот человек спрятался. Подумайте, кого вы давно не видели. Кто просто был, да, всплыл, просто исчез в один день. Этот человек перед вами очень сильно виноват. И человек себя знает. То есть, скорее всего, у вас такой взгляд испытывающий. Если вы посмотрите, то человек не сможет скрывать и все вам расскажет. Поэтому решила от вас прятаться. Человек не просто так пропал. Вина. На этом человеке лежит тяжкая вина перед вами. Поэтому и прячется. Не может смотреть вам в глаза. Что есть, то есть, мои хорошие. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.